Совет по американо-исламским отношениям, крупнейшая мусульманская правозащитная организация в США, обвинил Китай в шпионаже, а также в запрете уйгурам поститься во время Рамадана. Эдвард Ахмед Митчелл, вице-председатель Совета по американо-исламским отношениям, заявил, что саботаж религиозной деятельности уйгуров во время Рамадана является посягательством на фундаментальное человеческое достоинство и религиозную свободу в соответствии с международным правом и должен быть остановлен. Служба безопасности Великобритании заявила о доказательствах того, что граждане Китая въезжают в королевство без виз. Британская газета со ссылкой на высокопоставленные правительственные источники сообщила, что Служба безопасности Соединенного Королевства, подразделение 5 Ми-5 военной разведки, получила доказательства того, что граждане враждебных стран, включая Китай, въезжают в королевство после получения гражданства в странах, которым разрешен безвизовый въезд в Великобританию. Ми-5 обеспокоена тем, что агенты, работающие на правительство Китая, также могут быть среди этих людей. Перед саммитом G7 в Японии Соединенные Штаты призвали своих союзников к сотрудничеству не только против военной угрозы Китая, но и против экономического давления. Поскольку Япония готовится принять высокопоставленных дипломатов на саммите G7, визит которых состоится на фоне эскалации напряженности в отношениях с Китаем, Штаты призывают сотрудничать не только против военных угроз, но и против экономического давления. В американском штате Монтана приняли законопроект, предусматривающий полный запрет китайской социальной сети TikTok. 15 декабря 2022 года Сенат США единогласно принял законопроект, запрещающий федеральным государственным служащим загружать TikTok на государственные устройства из соображений национальной безопасности. Палата представителей также запретила загрузку и использование приложения TikTok на официальных устройствах, которыми пользуются его члены и сотрудники. BBC обнаружила, что сотни аккаунтов, пропагандирующих Россию и Китай, активно работали после того, как Илон Маск ликвидировал команду, работавшую против троллей в компании после приобретения Twitter в октябре прошлого года. Активность, которую развернул Маск, была направлена на борьбу с информационными операциями, скоординированными кампаниями троллей, проводимыми такими странами, как Россия, Китай и Иран, с целью повлиять на общественное мнение и помешать демократическим свободам. В войне с Россией Украина начала направлять стрелы критики на Китай. «Мы собираем много разных вещей китайского производства, в том числе и российского оружия», говорится в сообщении киевской администрации. Одна из китайских компаний ответила на обвинения. Старший советник офиса президента Владимира Зеленского заявил, что украинские силы обнаруживают все больше китайских компонентов в российском оружии, используемом в Украине. В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что решительно выступают против необоснованной клеветы в адрес Китая в докладе США о контроле над вооружением, нераспространением и разоружении за 2023 год.